Как единственный смотритель старого замка, Наталья Резванова носит с собой увесистую связку ключей. В распоряжении Мирненки дом на 7 квартир, а соседей нет, съехали на поиски цивилизации. Жильцов уже давно люди съехали, по возможности кто куда, кто в Новосибирск, кто где. Они уже здесь не живут где-то уже года 3. С тех пор дом горел от короткого замыкания, после которого работает на времянке, и пережил взрыв батареи. Историю хранят стены с живописными разводами. Вот у нас такая ситуация происходит. Получается, обрезали 3 года назад батарею, не поменяли ее никак. Здесь дубак, получается, дома. Наталья сама себе добытчик. У бывшего мужа научилась разбираться в проводке, а воду в дом с неработающими коммуникациями приносит в 5-литровках. При этом счета за коммуналку все еще появляются в ящике. Теплообслуживание, теплообслуживание, ладно, хоть у нас еще немножко отопление есть чуть-чуть, как говорится, зимой, но оно не справляется со своими, как говорится, возможностями. Дома все время холодно. У меня есть 50-литровый бачок, который стоял на полу, он замерз. И кот у меня примерз лапами. Голые трубы зимой она утепляет одеждой. Бытовые трудности – дело десятое, когда в соседних квартирах происходят события, достойные выпусков «Криминальная Россия». У нас тут проживали 2 бомжа, поселила у нас администрация их сюда. Как говорится, они увели плохой образ жизни, курили, там чуть не сгорели мы. В итоге они 2 года назад умерли, месяц пролежали здесь в жаре в июне месяце. Людей нету, но счета идут им. По словам Натальи, городская администрация пообещала провести дезинфекцию в помещении, но дверь на несколько лет осталась запечатанной. А ушлые люди, как и вода, всегда найдут себе путь. Вторую квартиру вскрыли. Вот вещи лежат, вынесли они. Дому на улице Космонавтов 44 года. Здание все ближе к почве. Стены расходятся в разные стороны, появляются трещины. Капитальный ремонт в деревяшке не проводили ни разу и вряд ли уже будут. Данный дом был признан аварийным в 2018 году. В действующую программу он не вошел. Но у нас планируется новая адресная программа, в которую войдут дома, признанные аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Данный дом будет включен в перечень аварийных домов, которые будут переселены в этот период. Снять другую квартиру, по примеру соседей, женщина не может, не позволяет заработок. Так что остается только ждать. Получить новое жилье или выплату Наталья сможет только в ближайшее 5-летие. Елизавета Седых, Сергей Коротких, медиакомпания «Алмазный край».